А что такое? Так, мы пришли в Таллин. Таллин, классный магазинчик Талия. Обожаю. Сейчас я буду искать отдел эзотерики. Это очень круто, вот второй этаж уже вижу. Мне по-любому на второй этаж. Я даже пройду сразу туда. Здорово. Обожаю этот магазин. Тут есть абсолютно все. Поехали. Оказалось, что магазин 4-этажный, представляете? Так, ну что ж, посмотрим, что тут есть. Так, тут у нас, видимо, что-то веселое, детское, да? Так выходит, свежее, новое. Ищем то, что нам нужно. Мне кажется, нам выше надо. Наверное. Здесь, наверное, больше такая вот детская литература. С левой стороны вроде бы. А что это? Нет. Барашки, кукольный театр. И, конечно же, мы нашли здесь опять же фанка-поп. Гарри Поттер. Как здорово. Все по Гарри Поттеру. Тут, видите, Толкин, Хоббит, Star Wars. Круто. Это все фэнтези. Угу, тут мыло такое, всякие гели для душа. А мы едем дальше. Приезжаем. И что мы здесь видим? Всякие интересные штуки. Даже есть какие-то, типа, я не знаю, что это. Платья даже есть. Всякие. Музыка, да. Освещена музыке. Всякие тарелки, кружки. Вот и книжный магазин. Есть Будда. Есть какие-то переносные коробы. Всякие вазочки. Кафе только всякими тортами и всем таким. Кафе, тут есть кафе в магазине. И у тебя. Круто. Здорово. Так, ну что ж, исследователи магазина Талия поднимаются еще выше, чтобы найти отдел эзотерики. Мы приехали. Тут у нас открытки, рюкзаки, ручки, блокноты. Всякая штуковина. Всякие ежедневники. Чего тут только нет. Не, надо ниже надо. Думаешь? Так, гимназии, Шпрехен, Ничего. клиник, праксис. Тут еще только нет. Сейчас поищем. Так, тут всякие бестселлеры. Бестселлеры, менеджмент, финансы. Так. Ищем. Не буду спрашивать. Я хочу сама найти. Тут у нас что? Всякие сумочки. Всякие красотулечки. Даже ленточки. Коробочки. Это для подарков. Где отдел эзотерики? Где он, товарищи? Вы его, наверное, где-то пропустили. Поэтому нужно найти его обязательно нужно. Да, конечно, мы, наверное, не прошли. Мы же быстро вот таки оказалось. Таро на 3-м этаже. Вот эзотерик, Таро отдел. Здорово. Камушки. Смотри, Вова, тут целая гора камушков. Потрясающие. Конечно же, я возьму. Он стоит евро 30. Можно мне камушка? Да? Да. Мне вот этот очень нравится. Так, это у нас унакит. Унакит. Ты можешь взять это. Сейчас я выберу себе унакитик. Да, и бумажку к нему. Так, что еще я выберу? Сейчас будем выбирать. Так.
Так, гематит у меня есть. А вот это у нас агат. Бумажку, наверное, тут разобрали агатики, да, бумажки? Есть набор, допустим, за 7 евро. Это большой. Ну, я бы тоже взяла такой, да. Я все хочу. Можно я куплю камней, пожалуйста, помогите. Так, а это у нас кто? Это гелиотоп, так получается. Так. Господи, какие они красивые, невероятно. Давайте поищем камешек для меня. Вот этот красивый. Это у нас гелиотопчик. Так, снежный обсидиан у меня есть, горный хрусталь есть, содолит есть. Вот агаты я люблю больше всего на свете, реально. Агаты есть тут прям это, надо искать. Вот мне вот этот понравился агатик, но он чуть-чуть с таким сломом, да? Ой, блин, я брякаю. На весь магазин причем брякаю, но вот этот мне прям тоже понравился. Так, что у нас тут еще есть? Красивые. Их надо рассматривать, чтобы найти важные полосочки на них. Если полосочек на агате нет, это уже, извините, не то. Вот мне вот это нравится и вот это нравится. Я не знаю, какой взять. Вот, и мне нужна вот такая этикетка. Есть тут еще этикетки от агата, интересно. Но если нет, то, в принципе, я знаю, что это агат в любом случае. Ну, наверное, я возьму все-таки вот этот агат. Потому что он без каких бы то ни было недостатков. Так, дальше. Естественно, мне нужно выбрать унакит. Унакит — это очень хороший камень. Так, сейчас будем искать. Вот этот неплохой, но он... Вот неплохой унакитик. Мне понравился такой. Я возьму, наверное, его. Так, не буду ничтоже сумняшиться. Тут у нас что? Так, давайте еще посмотрим. Аметисты. Аметисты разные есть. Так, а ты кто? Почему нет у тебя названия? Это у нас авантюрин. Это у нас Верштейнер Тесхольц. И кто ты? Так, Думартьерит. Думартьерит, так. А это у нас, конечно же, этот. Ага, его тут назвали магнезит. Магнезит, но это у нас называется... Как же он называется? Опять забыла. Забыла? Я его каждый день показываю в своих видео и забыла. Уж надо. Так, ладно, я выбрала. И вот мне нравится вот такая коллекция разных таких вот каких-то солей. Вот, тут вот всякие вот есть разные такие вот штуки. Сейчас выберем тоже, что мы тут возьмем. Это много разных, конечно, всяких. Вот мне вот это нравится, вот эта вот коллекция. Я еще и не показываю, что и вот это. Вот это лучше, мне кажется, да? Или какая? Или зелененькие, всякие желтенькие. Такие лучше. Прям не знаю, что и взять. Наверное, вот это. Так, а тут вот эта коллекция сколько стоит, смотрите. Тут тоже набор 10 евро. Ну, тут много типа разных камушков. Но мне что-то не то. Я вот эти вот возьму. Вова, помоги мне. Что это делать? Вторую карту. Вот у нас тут выглядит. Есть Ленорман. Есть розовый. И вот карты вскрытые почему-то лежат. Видимо, для того, чтобы кто-то что-то мог рассматривать. И всякие оракулы. Очень долго искала себе карты, отчаялась уже, что найду что-нибудь. И вот такая вверх смотрю, и стоит вот эта колода, значит, вот так я ее вижу и говорю, это поди оракул. А мне муж говорит, так мне там 78 карт. Я говорю, так это же Таро, я его даже вот плохо знаю, это Таро, надо брать. И вот возьму, 23 евро он стоит, очень вот хорошая колода. Таро. Это Таро Кроули, а это Алистер Кроули у меня есть. Все, понял. Вот, да еще камушков набрала очень много. Поэтому, как бы, как ни крути, да, вот. А это что такое?
Оракул 55 карт. Это, видимо, ну-ка, художник какой? Без Тимунку это Ну-ка, вот покажи мне Vision 44 Quest. карты. Не-не-не, это... Вот покажи мне Vision Quest, который мы взяли, Таро. Кто его рисовал? Гаян Сильвер. Не тот же самый автор Нет. рисовал? Нет? Нет. Ну, блин, вот стилистика прям похожа. Но это Оракул. Я Оракул пока не хочу. Оракул пока не хочу. Но у меня, по-моему, большая часть вообще всего этого есть в китайских версиях. То есть я же раньше покупала как бы много с Алиэкспресс. Здесь этого невозможно сделать, потому что налог 20%. Вот. На то, что ты заказываешь с Алиэкспресс, будет налог 19%. Да? Поэтому это очень так бьет по кошельку. Как бы нет смысла. Поэтому я все покупаю в оригинале. В общем, я довольная. Мы пошли искать мангу. Максимка, оказывается, сидел все это время, ждал вместо того, чтобы искать. Ну ладно, мы сейчас вместе поищем. Как же трудно пройти мимо вот таких вот стендов и инсталляций. Обязательно хочется купить хоть что-нибудь отсюда. Похоже, мой муж нашел мангу. Бежим за ним скорее. Роун, почему ты упал? Вот она твоя мангас. Видишь, мангас. Всякие игрушечки, фигурочки. И мангас. Какие наручища. Максим, смотри. Тут не Наруто, тут наручище. Огромный. Всего навалом. Наруто 710. Паруто. Где? Вот. Баруточки, наруточки, все есть. Переверну. Так, что ты выбираешь себе? Не знаю, я смотрю. Италии. Пока что просто смотрю. Я тоже покажу. Токийские мстители. Подержи, пожалуйста. Держу токийских мстителей и скажу, сколько стоит. 12 евро. Я хочу понять, что там за события идут. Посмотри, события токийских мстителей. Рай. Это рай. Здесь можно находиться целый день. Тебя никто не выгонит. Тут даже есть такие столики. Вот такой прекрасный вид из окна. Круто. Магазин «Дом». Так, Максимка себе ничего не выбрал, а мы едем на кассу. В Германии мы узнали, покажили очень много интересных вещей, которые совершенно не похожи на наши страны, СНГ. Вот, например, номера машин. В Германии чаще всего я видела, допустим, номера машин, там 3 четверки, 4 четверки, 3 семерки, 4 семерки, однерки, там, такие всякие одинаковые. И мне казалось, что, как и у нас, немцы любят одинаковые цифры в номерах машин, а оказалось, что это дешевые номера, которые никому не нужны. Их покупают все другие национальности, кроме немцев. Я правильно понимаю? Очень редко немцы. Да, очень редко немцы их покупают. Они охотятся совершенно за другими номерами машин. Им нравится, чтобы в номерах машин были их инициалы и даты рождения, или даты рождения их детей. В общем, те даты, которые связаны с их жизнью и важны для них. Например, я потом начала замечать, смотрю, допустим, какое-то две буковки и 96. Я понимаю, что это человек, это его инициалы и 96-го года рождения. Или, допустим, 1808. Я понимаю, что у человека день рождения 18 августа. И также, может быть, у его ребенка. Вот. И я начала совмещать, все смотреть, даже у тех людей, у которых мы снимаем квартиру.
начала замечать в номерах машин, что у них даты рождения, И они это и их есть их празднуют, номера, да. и они их празднуют, да, вот эти даты рождения. И я поняла, что вот это вот так вот оно и есть, что эти люди совсем другие в этом плане, да, в плане номеров машин, и выбирают совсем иные вещи, да, вот, чем наши люди. Вот у каждого реально свое, но это мода на то, чтобы в номере машины там была твоя дата рождения, инициалы. Это на самом деле классная мода, однако я понятия не имею, как в наших странах можно было бы выбрать такой номер, потому что это нереально, ты стоишь в очереди в ГИБДД, и какой дали, такой дали, или можешь за деньги купить вот эти одинаковые цифры. Все как бы. Ну, а чтобы выбирать еще там свою дату рождения с инициалами, я не знаю, что надо сделать. Я так понимаю, случилось происшествие. Машина заехала прямо в метро. И сейчас эту машину эвакуируют, я уж снимать не буду, как и все остальные люди, просто расскажу. И сейчас летит уже новостной канал на вертолете, чтобы снять это все дело на новости. Ну вот такая вот ля-ля-ля. Не знаю, как вроде бы машина без могла жертв. попасть в метро. Просто Без жертв, заехал. да, ну заехал, да, человек на лестницу прям в метрополитен. Бывает, старички иногда ошибаются. Ну, не знаю, кто уж там ошибся, но уже как есть, так и есть. Ну, вот. Мы потихоньку начинаем продвигаться к вокзалу. Так удобней. Да. Ветерок дует, правда. Ну, красотища, конечно, здесь. Очень люблю Нюрнберг. Нравится мне гулять по Нюрнбергу. В прошлый раз мы красоты осматривали, а сейчас магазины, да? Здорово. Ну, мои покупки — это прелесть, конечно. Шопинг в Нюрнберге — это прекрасно. Люблю вот прям тут вот этот старый город, центр. Правда, тут многолюдно очень часто бывает. Вот он вертолет. Вот. Ну, тихонько продвигаемся. Гуляем. Хотела немножко рассказать про поезда. Сейчас в Германии действует 9 евро тикет для любого человека, даже если вы турист. Вы покупаете билет единый и на всех поездах, транспорте катаетесь, но только не на элитном. То есть поезд ICE вам не подходит. ICE это который 300 км в час. Да, быстрый поезд. А остальные, да, обычные поезда, электрички, трамваи, автобусы, все, метро. Вы ездите за один билет, который купили раз в месяц за 9 евро. Неважно, какой вы национальности, кто вы, что вы можете им воспользоваться. Никто не будет проверять практически никогда ваш паспорт. Вы вписываете ручкой в этот билет свое имя и фамилию, все. Вот. Потом, значит, поезда в Германии часто опаздывают. Приходят позже, отходят позже. Раньше, конечно, нет, но позже очень часто такое бывает, что поезд не вовремя пришел, перенесли его отхождение, там, да, отправку. И это уже мы привыкли, хотя мы раньше очень были в шоке, что такое бывает. У нас вторая платформа. Да, Все. Я на третью увидела, смотрю, третья, на вторая. Вот. И первое время мы были в шоке, что как же так поезда опаздывают, а на самом деле, ну, на самом деле ничего такого нет. Теперь мы привыкли к... Чаще всего поезд здесь, ну, хотя бы на 2 минуты, но будет отходить позже и придет позже на станцию. Вот. Ну, сегодня у нас поезд позже отошел, по-моему, на 7 минут, поэтому вот так. На вокзалах здесь стоят вот такие автоматы обязательно. И вы можете за мелочь купить, попить. И сильно цены от магазинных не отличаются. Вот кола, например, стоит 1,5 евро, 2 евро. В магазине, ну, будет евро там. И в очень дешевых супермаркетах будет 59 центов кола стоить. Но это на самом деле не важно. Максим покупает попить себе.